Давно не виделись, и это далеко не повод скучать, потому что прямо сейчас в эфире национального телевидения Чувашии вы смотрите интеллектуально-познавательную телевикторину «Калажар Чевашла». Это проект для тех, кто любит, уважает и ценит нашу необъятную Россию и нашу малую родину Чувашию. Зачастую наши гости чувашский язык знают не на пятерку. И именно для этого они приходят сюда, для того, чтобы пополнить багаж своих знаний о чувашском языке, о чувашском крае и о чувашской культуре. И сегодня с удовольствием знакомлю вас с нашими участниками. Анастасия Мареева, студентка первого курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Поет, танцует, играет на фортепиано. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Вы играете на фортепиано какие мелодии? Играю Бетховена, играю какие-то эстрадные песни, например, Битлз, Элвис Пресли и так далее. Из чувашского что-нибудь? Пока Играете нет. или поете? Пока нет, пока репертуаре не было. А из чувашских певцов, например, кого вы знаете? Хотя бы одну песню назовите. Ташла из чу знаю. Ташла из ча» — это песня репертуара Алексея Московского, насколько я знаю. Хорошо. Вы еще участвуете в культурно-массовой деятельности университета. В какой именно? Стою в студсовете, участвую в различных мероприятиях, как активист, волонтер и так далее. То есть всё. Активная студенческая жизнь. Да. Спасибо. А следующего участника зовут Никита Муратов, студент первого курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Активно занимается научной деятельностью, отличник учебы и боксер. Никита, добрый день. Ну и сходу такой вопрос. Кого из чувашских знаменитых боксеров вы можете назвать? Соколов. В честь него открыта школа Соколова у нас в Чебоксарах. Ну, Никита, как настоящий спортсмен, расскажите о своих успехах, достижениях в спорте. Как я уже сказал, я боксер-любитель, я особо нигде не выступал и боксом начал заниматься относительно недавно. Спасибо. Переходим к следующей участнице. Анастасия Обухова, кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры морфологии, акушерства и терапии, является стипендиатом президента Российской Федерации и трижды главы Чувашской Республики. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос. Что такое морфология? Морфология – это у нас наука, которую изучают студенты на первом курсе. Это как раз вот специальность зоотехнии. Изучают строение, внешнее, внутреннее, именно животных, а также цитология, гистология, эмбриология тоже в этот курс дисциплины входит. Ну и как человек, который любит от всей души животных, помогает им заботиться о них, ваше любимое домашнее животное? Так как у меня у самой кот, поэтому я думаю, что я люблю кошачьих. Кот. Как по-чувашски будет кот? Мы уже немножко переходим к нашей программе. Это я что-то помню. Правильно. Кужак. Спасибо. Анастасия. А следующего участника зовут Кирилл Володяшкин. Студент третьего курса факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Боец штаба студенческих трудовых отрядов. Играет на гитаре и состоит в вокальной сборной своего университета. Кирилл. Здравствуйте. Добрый день. Ну, смотрите, вы выбрали специальность зоотехния. Да. Уже на третьем курсе. А почему? Что вас подвигнуло выбрать это направление? Отец был ветеринаром, и я, так сказать, по стопам пошел. Меня больше никуда не тянуло, кроме ветеринарии. У вас уже практика проходит в университете на третьем курсе? Да. И каких животных вам чаще всего приносят домашних? Ну, мы практиковались в клинике. Там зачастую приносят как кошек, так и собачек. А диких животных бывает, что приносят? Очень редко. Ну, смотрите, мы узнали, как по-чувашски будет кошка, а давайте теперь узнаем у Кирилла, как будет по-чувашски собака. Подсказывать можно сейчас друг другу. На самом деле я не знаю, как. Ида. Анастасия, спасибо. Уважаемые участники, самое время, я думаю, рассказать о правилах нашей игры. Наша игра сегодня будет проходить следующим образом. На экране будут появляться вопросы, их сегодня у нас 5. И на каждый вопрос есть 4 варианта ответов. После того, как ведущий озвучил все варианты ответов, вам нужно постараться нажать на кнопку первым. Если вы нажали первым, то, соответственно, вы отвечаете. Если ваш ответ правильный, то мы засчитываем ваш ответ. Если неверный ответ, то отвечает на этот вопрос следующий участник. Первые два вопроса, если вы на них ответили правильно, то вы зарабатываете по 1 баллу. Вторые два вопроса, то есть третий и четвертый, у нас по 2 балла. Ну а пятый вопрос, он с изюминкой. Если вы ответите на него правильно, то сможете заработать 3 очка. Но это еще не все. Специально для вас у нас в программе есть подсказки. Интересно, какие?
Эти подсказки называются «Знания» и «Удача». Я вам желаю удачи. Ну, а первый вопрос у нас не абы какой, а он связан с нашей матушкой Волгой. И, внимание, на экран сейчас появится вопрос. Как по-чувашски будет река Волга? Варианты ответа слушаем сначала. А. Сыр. Б. Щавал. С. Адал. Д. Суром. А что остальные не нажимают? Там всем надо нажимать, да? Да, Хорошо. отвечает просто кто первый. Ну что, Анастасия была первая. Слушаем. Адал. Адал. Другие названия вам о чем-нибудь говорят? Другие варианты ответа? Не. А как с чувашским языком? Чувашским языком? Не на пятерку. Нет, не на пятерку. Ну, чуть-чуть знаете при этом. Чуть-чуть, может быть, что-то знаю. Хорошо. Анастасия, это правильный ответ. У нас загорелась зеленая плашечка. Это значит, что вы заработали 1 балл. А другие варианты здесь не просто так, на самом деле. Вот, например, вариант ответа А, сыр, переводится как сура. Кто-нибудь бывал на суре? Да. Ну, про Волгу я не спрашиваю, там точно были все. А щавал, кто-нибудь есть догадка? Цивиль. Слышали? Угу. А сурм это Сорма, река. Слышали? Самое главное сказать да, слышали. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. Вопрос номер 2. Внимание на экран, и вам нужно сказать, уважаемые участники, как называется эта картина, на которой изображен, я думаю, вы уже догадались и увидели, узнали этого человека, в честь которого названа одна из центральных улиц города Чебоксары, который бывал в космосе, летчик-космонавт. Адриан Николаев. Адриан Николаев, правильно. Как называется эта картина? Вариант ответа А – «Родные просторы». Вариант ответа Б – «Здравствуй, поле». Вариант ответа С – «Родные поля». Вариант ответа Д – «Здравствуй, земля». Анастасия второй раз подряд нажимает кнопку первой. Я могу предположить, так как это космонавт был, «Здравствуй, Земля». Угу. Почему такое предположение? Почему не поле, вокруг цветы? Ну, я от профессии, как сказать, отталкиваюсь от этого человека, поэтому вполне возможно такой вариант. Ну что ж, принимаем ваш вариант ответа, который звучит следующим образом. «Здравствуй, земля». И это действительно правильный вариант ответа. И за 2 правильных ответа у Анастасии 2 очка. Ну не расстраивайтесь остальные участники, потому что следующие 2 вопроса будут по 2 балла. И вопрос номер 3 зададут сотрудники Чувашского национального музея. Это видео-вопрос. Внимание на экран. Это строение, называвшееся «Триумфальная арка», а «Красные ворота», было открыто 7 ноября 1924 года в Чебоксарах и является одним из первых архитектурных произведений, возведенным в Чувашии. Внимание, вопрос. На каком месте стояло это строение? Вариант ответа А – на проспекте Ленина. Вариант ответа Б – в роще Гузовского. Вариант ответа С – в парке Победы. И вариант ответа Д – Красная площадь. И Никита у нас был первым. Слушаем вас. Я думаю, что это Красная площадь. Хорошо. Ваш вариант ответа принимаем. Красная площадь. Но сначала вас хочу один момент уточнить. Вот мы с вами видели арку. Как думаете, для чего нужна была эта арка? Честно говоря, я не имею представления. Хорошо. Сотрудники музея постарались и приготовили для нас подробный комментарий к этому вопросу. Ну что, принимаем вариант ответа «Красная площадь», и это действительно правильный вариант. Никита заработал у нас 2 балла. Молодец! Ну и самое время послушать комментарии. Ответ – Красная площадь. На этом месте в 20-е годы прошлого столетия собирались на митинги агитационного характера. Я предлагаю перейти к следующему вопросу номер 4. На следующий вопрос вам все-таки придется вспомнить хотя бы школьную программу о чувашском языке, и он звучит следующим образом. Сколько гласных букв в чувашском алфавите? Вариант ответа А – 7, вариант ответа Б – 9, вариант ответа С – 13 и Д – 15. Кирилл, Я чувашский удача на вашей алфавит. стороне сейчас. Я чувашский алфавит не особо знаю, вообще не знаю. Просто предполагаю то, что будет ответ С 13.
вариант ответа С 13 говорит Кирилл, и мы, конечно же, принимаем этот вариант ответа. И это действительно правильный ответ. Я, как уже говорил, что в нашей передаче есть две подсказки, это знание и удача, и Кирилл у нас воспользовался подсказкой, которая называется удача. Молодец. И таким образом у нас перед пятым вопросом у Анастасии 2 балла, у Никиты 2 балла, у Кирилла тоже 2 балла. Ну а вам, Анастасия, удачи. Есть все шансы выиграть. Вопрос номер 5 прямо сейчас появится на экране. Он связан с нашей природой, с нашей красивой Чувашией, и он звучит следующим образом. Какое дерево чуваши сравнивают с матерью? Варианты ответа следующие. Вариант ответа А – береза, вариант ответа Б – липа, вариант ответа С – сосна, вариант ответа Д – осина. Анастасия, вы первая? Тоже, опять же, методом исключений, предположения. Могу сказать, что это сосна. Мгм. А почему? Сосна растет где? В лесу. В лесу. И она выглядит из себя, представляет такую, как опишите сосну? Сосну красивая, да. Красивая. Но еще она колется. Еще колется, да. Вот. Ну что, проверяем ваш вариант ответа. Сосна. К сожалению, это не сосна. Никита. Я предположу, что это А, береза. Знаете, чувашская культура и русская, в общем-то, они сходны, и в русской культуре береза считается как бы олицетворением, да, женственности, хотите сказать. женственности и вот этого вот женского начала, скажем так, и духа матери. Мгм. Хорошо, мы принимаем ваш вариант ответа. В русской чувашской культуре как есть схожести, так и есть разногласия. Согласен. И сейчас мы узнаем, схожесть ли это или разногласие. Вариант ответа А – береза. К сожалению, этот ответ неправильный. Кирилл, у вас сейчас есть шанс либо выиграть, либо 3 балла достанется Анастасии, которая кнопку нажала последней. Получается, я, да? Да. Ну, давайте также воспользуемся удачей и выберем липу. Ответ Б. Вариант ответа Б – липа. Почему? Тут 2 варианта ответа. Почему осина не подходит? Чем не понравилась вам осина? Ну, на самом деле, для меня как и ответ Б, как и ответ Д не подходит, но просто предположение. Ну что, Кирилл второй раз решил испытать удачу, и мы посмотрим, насколько удачлив этот молодой человек. Действительно, это липа, и таким образом у нас в нашей передаче «Калаш Чувашла» есть победитель. Кирилл, мы вас поздравляем, у вас целых 5 очков. Ну а остальным участникам говорим спасибо большое за участие в нашей игре.